Вітаю, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і свеце ў нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. У жніўні 2020 года кіраўнік сузаснавальнік IT-кампаніі PandaDoc Мікіта Мікада запусціў праект па дапамозе супрацоўнікам сілавых структур, якія на знак пратэсту звольніліся з праваахоўных органаў. Адказам на гэта стала крымінальная справа, распачатая ў дачыненні да кампаніі. 2 верасня 4 супрацоўнікаў PandaDoc затрымалі, яны былі арыштаваныя на 2 месяцы па падазрэнні ў крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Сярод затрыманых быў адзін з топ-менеджераў PandaDoc Віктор Кувшынаў. Мікіта Мікада спыніў сваю праграму дапамогі былым сілавікам. 3 супрацоўнікаў кампаніі выйшлі на волю, але Віктор Кувшынаў па-ранейшаму застаецца за кратамі. Ці сапраўды Мікіта Мікада паверыў, што спыненне праекта дапамогі былым сілавікам пасля яго будзе спынены і пераслед як кампаніі, так і яе супрацоўнікаў, і ці адновіць ён свой праект па дапамозе, мы зараз і абмяркуем. З намі на сувязі сам сузаснавальнік кампаніі PandaDoc Мікіта Мікада. Добрый дзень, спадар Мікіта. Здравствуйте. Спадар Мікіта, я пачну, можа быць, крыху з самага пачатку жнівеньскіх падзеяў, таму што хто бачыў, хто чытаў, хто не чытаў, але ўсё ж такі можаце патлумачыць, чаму менавіта такі праект удзелу, дапамогі, менавіта сілавікам, якія звольніліся з органаў, быў вамі абраны? Чаму не там дапамога пацярпелым, нейкія іншыя праекты, а чым зацікавіла гэта вас накірунак? Потерпевшим кто-то уже помогал, значит, к тому моменту, как я придумал свою инициативу. И целью моей было остановить или хотя бы минимизировать насилие. Насилие исходило не от протестующих, потому что мне известно и то, что я видел, а били людей, били моих друзей, моих знакомых, представители силовых структур. Пытали в Окрестино тоже. И, можно, конечно, пытаться остановить насилие насилием, но как-то примеры в истории говорят о том, что это лишь временно работает. А я хотел остановить либо минимизировать насилие. Если не любовью, то какой-то помощью, потому что не обязательно делать то, что творилось и творится в Беларуси, потому что рано или поздно, как минимум перед Богом, приходится отвечать. Собственно говоря, я хотел предложить какую-то альтернативу, да, то есть, эту альтернативу я предложил. И, к сожалению, через 3 недели и офис компании, был рейд, заморозили счета, 4 людей посадили в тюрьму, и один из них до сих пор сидит в тюрьме. Спадар Мікіта, я припамінаю першыя дні жнівеньскія, 9 числа, першы дзень, калі дзяўчаты, памятаеце гэтыя фота, калі абляцелі яны ўвесь інтэрнэт, калі дзяўчата дарылі кветкі сілавікам, абдымаліся, цалавалі іх і гэтак далей, тады было вельмі моцнае такое пачуццё і, можа быць, перакананне, што ўсё ж такі міліцыя будзе з народам. Вы калі пачыналі гэтую сваю ініцыятыву, вы таксама думалі, што такім чынам, можа, падштурхнеце міліцыю да таго, каб яна была з народам?
Я записал видео, по-моему, 13 числа, когда уже, когда была жесть и побои. И, я не верю, я не верю в то, что там в какой-то там из сотен тысяч силовиков в Беларуси все плохие. Не может быть, что вот 100 тысяч человек, там, или сколько в Беларуси, 150 тысяч человек во всех этих структурах работает, что вот все садисты. Не бывает так. Не верю я в это до сих пор даже. И я хотел, чтобы это прекратилось. То есть ты смотришь и ты слушаешь о том, что происходит у тебя на родине, ты видишь то, как люди страдают, кровь эту бесконечную, хочешь что-то сделать. И вот, собственно говоря, это было то, что я хотел сделать для того, чтобы этот кошмар прекратился. Все ж таки гісторыя узаемадзеяння ці, скажем так, адказу беларускага рэжыма любому бізнесу, бізнесмену, чалавеку, які пачынае нешта рабіць насуперак гэтаму рэжыму, заўсёды быў адказ жорсткі. Мы ведаем, як затрымлівалі, мы ведаем вот гэты загад нават, што ніякую палітыку, каб не лезлі бізнесмены. Вы не думали про тое, што вот ўсё ж таки рэакцыя такая ж самая будзе і на гэтую вашу ініцыятыву, што адпомсцяць, не прабачаць? Я подозревал, что мне может грозить опасность, что там против меня могут завести уголовное дело, против меня могут не пустить в страну, меня могут посадить, если я приеду в Беларусь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но то, что посадить в тюрьму вообще ни в чем не повинных людей, которые никакого отношения не имеют к моей инициативе, я не думал. То есть, возможно, я не настолько близок к всему тому, что происходило в Беларуси до 9 августа, но я не думал, что может быть так, что вот будут брать заложников, что будут садить в тюрьму людей, которые вообще ни при чем. То есть просто случайные люди, которые работали в моей компании. Для вас это стало такой нечаканасцю. І вы писали про тое, што вам пачалі прыходзіць паведамленні з, скажем, намёкамі, каб вы сцішылі сваю дзейнасць. Як вы гэта ўспрынялі? Вы сапраўды поверылі, што калі вы перастанеце выступаць у СМІ, даючы справаздачу, колькім людзям, там, былым супрацоўнікам вы дапамаглі, што калі вы спыніце гэтую дапамогу, то яно вот все і сапраўды скажуць, ўсё, нічога не было, все на волі, справу там схавалі, закрылі, порвалі, вот што так і будзе. Дмитрий, а у вас брали когда-нибудь заложников кого-нибудь? Асабіста ў мяне не. Значит, когда такие вещи происходят, ты начинаешь думать, по крайней мере, я думал ситуационно. То есть я попытался собрать максимум информации, и исходя вот из той ситуации, в которой я оказался, и тех сигналов, которые я получал, и той информации, которую я получал, я пытался принимать решения, да. И по итогу все сложилось вот следующим образом, да. На одной чаше весов, продолжить инициативу и помогать людям, на другой чаше весов тем самым навредить другим людям. Начиная от инициативы, я никому не собирался вредить. Точно. Не знаю, не люблю я это. И, то есть, когда, тебя ставят перед выбором,
Будешь выступать, значит, люди будут сидеть, да, не будешь выступать, люди выйдут. Значит, то как бы, ну, тут тоже сравниваешь и понимаешь, ну, то есть тут уже есть реальные люди, которым будет очень плохо, да, и вот, ну, то есть ты принимаешь решение, вот. И есть совершенно разные как-то подходы к поведению, там, когда берут заложников. Ну, там, в израильской армии рекомендуют, ну, там, сказали молчать. Ну, то есть от того, что я молчу, да, навредить я никому не могу, да, ну, то есть, вот, окей. Решили, поэтому я решил помолчать. Вот. Некоторое время. Но, к сожалению, это ни к чему не привело. Виктор все еще сидит. И, к сожалению, нет вообще никакого понимания, как долго это будет продолжаться и вообще почему он сидит, он программист, продукт-менеджер. Никакого отношения там ни к моей инициативе, ни к хозяйственной деятельности предприятия нашего он вообще не имеет. Вот. Ну да, вот бачыце, вы фактычна зараз адказалі на маё пытанне. Я вот хацеў спытацца у вас, што вот, ну, ёсць у вас нейкія меркаванні. Затрымалі 4 чалавекі. 3 чалавекі адпусцілі, аднаго пакінулі. Вот чаму менавіта Віктор? Вот чым ён, вот што ў ім такое, што менавіта ён? Я не знаю. Вот как бы я не знаю. Я не понимаю почему. Может быть, потому что его до этого на 15 суток задерживали, потому что он стоял в очереди. Он стоял в очереди, оставить подпись, его задержали на 15 суток, и об этом информация была в СМИ. Может, ну, как бы, может, потому что он работал в компании больше лет. Я просто, ну, как бы, почему Виктор? Я не понимаю. Да почему вообще, в принципе, ну, люди, которые ко мне... Единственная, как бы, наша связь, то, что они работали в Pandadoc, то есть зачем их садить в тюрьму? Кому от этого лучше? От этого хуже всем. Ну, естественно, это очень сильный удар по семьям всех тех людей, по людям, которые оказываются в СИЗО, да, то есть, но это же и для Беларуси очень плохо, потому что до вот событий 9 августа в Беларуси была сильная, быстро растущая, очень успешная IT-индустрия. В белорусские IT-компании вкладывали деньги международные инвесторы. В Беларусь приезжали работать инженеры из России, Украины, Казахстана. И, собственно говоря, вот был такой как бы быстро развивающийся, буйно развивающийся сектор, который, ну, который давал какую-то надежду, мне кажется, для будущего страны. Вот. А теперь как бы что? Ну, то есть теперь получается, что если неважно, ты выступаешь, не выступаешь, ходишь на протесты, не ходишь на протесты. То есть если кто-то в твоей компании выступил, то тебя могут посадить в тюрьму, получается. И если ты вкладываешь деньги в белорусскую там экономику, открываешь бизнес в Беларуси, пытаешься что-то развивать, то могут твоих сотрудников посадить в тюрьму. То есть, ну, никто не в безопасности. И, да, как следствие, это, конечно, очень сильно бьет и по индустрии, и вообще, мне кажется, ну, плохо это. Очень-очень плохо. Денис Брэндон піша: вы малайцы, нізкі вам паклон. Екатерина Дайнека: Боже, якія ў нас светлыя людзі, бізнесмены, спадвіжнікі.
яшчэ вось пытаюцца ўсё ж такі ці можна, ну ці калі вы вырашылі ўсё ж такі пачаць ізноўку гаварыць, пытаюцца, ці шмат каму з сілавікоў вы дапамаглі? Ну, смотря кто как определяет слово «много». Вот. Ну, просто колькі чалавек... Мне кажется, да. Лічбу можна называць, што вот мы там дапамаглі там ці дзякуючы нашай дапамозе ці нашым там падтрымцы столько-то чалавек прайшлі перакваліфікацыю, знайшлі новую працу? Можете зайти в Инстаграм, и мой Инстаграм, и увидеть, там были отчеты до, по-моему, конца августа мы публиковали отчеты о том, кому мы помогли. Ну вось гэта адказ тым, хто пытаецца. Зайдзіце, калі ласка, в Інстаграм, усе справаздачы ёсць, ніхто нічога не хаваў. Ці размаўляў Мікіта з вызваленымі закладнікамі пасля іх вызвалення? Што яны распавядалі? Вось размова ідзе пра тых трох вашых супрацоўнікаў, якія выйшлі на свабоду. Ну, да, конечно, разговаривал. Что может рассказать человек, который прошел через белорусское СИЗО? Ну, там плохо, там ужасные условия. Вот да как бы, ну, вы можете прочитать любую историю любого человека, который вышел из белорусского СИЗО, они все очень похожи. Вот. Андрей Исаченко, Микита, ты крутой и вельмі разумны, цісну руку. Микита, вы написали у сябе, что робім усё магчымае, каб вот дапамагчы Віктару. У чым канкрэтна гэтая дапамога і ці ёсць вера, што атрымаецца прававымі метадамі нейкім чынам адстаяць Віктара Кувшинова? Вера есть всегда, да, без веры и надежды в подобных ситуациях нельзя жить. Значит, что мы делаем? Ну, поддерживаем семью, работает там группа юристов для того, чтобы пытаться в правовом поле решить этот вопрос. Значит, наш совет директоров помогает с какими-то, ну, помогает по дипломатическим каналам. Компания, мы все-таки американская. Вот. Ну, в общем-то, как бы активностей много, да, но совершенно непонятно, каким образом вообще что-то можно изменить и как-то повлиять. То есть, ну, мы делаем то, что делаем, и стараемся делать все возможное. Вы спросили про результативность. Кто ж его знает, какая результативность? Ну, тут нету такого, что там делай А, Б, В и будет С, да. К сожалению, не знаем про результативность того, что мы делаем. Особенно про результативность работы в правовом поле. Просто, мне кажется, что это сейчас непредсказуемо. Ну да, асабліва ў сітуацыі, калі адзін чалавек сказаў, што часам не да законаў, аказваецца, і так можна. Вы нагадалі пра тое, што вы амерыканская кампанія. Амерыканскія ўлады ведаюць пра гэтую сітуацыю? Вы звярталіся ў іх вось да офіса новаабранага прэзідэнта ЗША, спадара Байдена? Ёсць нейкі адказ, нейкая рэакцыя? Ну, конечно, ну, то есть это, как только все это произошло, и я, и совет директоров, мы стараемся все возможное делать для того, чтобы получить какую-то поддержку здесь, и однозначно интерес есть.
Но мы как бы работаем над этим. Тоже дело непростое. Цікава, Но... а вось да. Ваши амерыканскія калегі, вось амерыканскія з іншых амерыканскіх кампаній, калі заходзіць размова, вы расказваеце вот про эту сітуацыю, ну калі расказваеце, як яны рэагуюць? Ну, у них глаза становятся по 5 копеек, и вначале люди просто не верят в то, что подобного рода вещи возможны. Мы очень много американцев привозили в Беларусь. Мы привозили своих инвесторов в Беларусь неоднократно для того, чтобы они знакомились с белорусскими там IT-стартапами и вкладывали в белорусские IT-компании. И, кстати, это привело к сделкам в том числе. Значит, мы привозили сотрудников для того, чтобы американцы делились своими знаниями с белорусами и для того, чтобы белорусы узнавали что-то новое. И в обратном направлении тоже. Значит, и когда люди приезжали в Беларусь год назад, там 2 года назад, они видели ну, там, вот, всю эту IT-движуху, кучу молодежи, кучу людей с горящими глазами, там, как про Минск говорят, чистые улицы. И, собственно говоря, казалось, что все ну, не просто нормально, а как бы хорошо. Да, казалось, что все хорошо, поэтому те люди, которые видели видео там, с 10, 11, 12 августа, и те люди, которые ну, летали в Беларусь, они там, некоторое время там провели, общались с белорусами, и потом все это видят и слышат про нашу историю. Вначале они просто не могут поверить, потому что ну, это настолько расходится с их представлением о том, что такое Беларусь. Вот. Конечно, очень сильно. Ну, это шок. Да. Для всех шок. Ну, не только для сотрудников и инвесторов. Там, в принципе, для нашего комьюнити в долине, в Силиконовой долине, это как бы странная, очень странная ситуация и шоковая. Можа крыху не па тэме, але ўсё ж таки звязана. Шмат кажуць, што вот пасля ўсіх гэтых падзей, пасля наездаў на Пандадок, на іншыя кампаніі, ну фактычна Беларусь перастала быць IT-краінай. Рэлакацыя праводзіцца, кампаніі сыходзяць. На ваш погляд, вот што страчвае Беларусь ад таго, што вось гэтая такая сітуацыя адбываецца, ну хаця б вот з IT-сферай? Ну, IT-сферу. Что теряет Беларусь? IT-сферу. Нужно понимать, что это очень динамичная сфера, и та сфера, которая сильно реагирует на среду. Да? Во-первых, инновации, не знаю вообще возможно ли, но точно очень сложно делать в атмосфере страха. Когда человек боится, даже на биохимическом уровне, там определенные нейротрансмиттеры не выделяются, потому что мы находимся в стрессе, и мы не можем придумывать, творить, когда нам угрожает опасность. Да? Значит, при этом, когда, то есть, ну, сколько, там, несколько лет назад, когда в Беларуси были сделаны налоговые условия, когда была упрощена деятельность компаний, то есть люди перестали бояться, что, не знаю, за
то, что кактус не в том месте в офисе стоит, придут пожарники и дадут штраф, там, или то, что посадят за какой-то неправильный помарку в бухгалтерии, да, то есть все начало развиваться, очень буйно развиваться, да, значит, и вот эта индустрия, она такими, внушающими темпами росла, значит, число айтишников увеличивалось, но после всего того, что происходит, мы видим, что и в близлежащих странах на все дело посмотрели и упрощают миграционное законодательство, упрощают ведение бизнеса для того, чтобы у людей был выход. Вот. А айтишники, то есть программист, он как в Беларуси программист, так он и в Украине такую же ценность имеет, и в Польше, и в Литве, и в Голландии, и в Англии, и в Канаде, там, и так далее, по списку, да. То есть нету большой, то, что человек приехал из какой-то страны, и вот язык программирования, он один и тот же, и там, да, и неважно, это язык программирования, там, или маркетинговые знания какие-то в IT и так далее. Эти знания, они международные, они интернациональны. И так как большинство людей в индустрии свободно говорит на английском языке, то, естественно, люди думают о том, чтобы рано или поздно, если не видят будущего, о том, чтобы уезжать, да, и уезжают, и вслед за людьми и компании уезжают, потому что не хочется терять своих сотрудников компаниям. Вот. И, в общем, там было движение вперед, и сейчас идет движение назад. Вам пишуць вельмі шмат словаў падзякі, асабліва шмат людзей глядзіць на Ютубе. Гледачы з Ютуба, калі ласка, подписывайтесь на наш канал. Микита, я читаю на мове оригинала. Микита, спасибо, ваш вклад уже грандиозный. Они будут держать заложников, чтобы вы не возобновили деятельность. Но есть ваши соратники и последователи, и всегда будут появляться и их последователи. І услед ідзе таксама пытанне: вы не шкадуеце, што сталі дапамагаць беларусам? Нет, как можно жалеть о том, что ты кому-то помогаешь? То есть я жалею о том, что случилось то, что случилось, да, что я жалею о том, что люди сели в СИЗО. Я жалею о том, что люди пострадали, и, конечно же, это, не то, что жалею, я очень переживаю по этому поводу, и это ужасно. Но не жалею о том, что я кому-то помогал. Это совершенно разные, мне кажется, плоскости. Еще комментарий. Видно, Микита, как вам тяжело. Вы не могли предположить, что это что будет так... Всем видно. А как это видно? Вот я это самое... может быть, люди думают, что вы хвалюетесь. И, дарэчы, вы ж у сваім допісе у Фейсбуку писали про тое, что все ж таки і тое рашэнне вам давалася вельмі цяжка, і сапраўды сітуацыя, калі ваш калега, ваш супрацоўнік сядзіць у СІЗО, гэта ўсё ж таки складаная сітуацыя. І у гэтай сітуацыі я такі по настрою адчуў, што вас вельмі абурыла гэтая сітуацыя, што вы пайшлі насустрач, зрабілі так, каб дапамагчы сваім людзям, а Віктор все адно застаецца за кратамі. Далей, якія планы у вас? Ёсць намер аднавіць эту сваю ініцыятыву, ці нейкую іншую прыдумаць, ці што будете? Я вам задавал уже вопрос, на который вы сказали нет, не ответили нет. К сожалению, в подобного рода ситуации
построить какие-то долгоидущие планы не представляется возможным. По крайней мере, я не вижу, как это сделать. Каждый день приходят какие-то новости, каждый день я принимаю решение о том, что делать дальше. Вот. План продолжать что-то пытаться делать. Вот как бы возникает какая-то идея, которая может позитивно повлиять на то, чтобы позитивно повлиять на Виктора. Ну, собственно говоря, я над этой идеей работаю. Ну да, все мы спадзяемся, что і Віктор, які вот, ну, вам, в прынцыпе, бліжэй, но я ведаю, ну, адчуваю, что вы за тое, каб усе, хто зараз знаходзіцца за кратамі, усе былі на волі. Ну, конечно, мне кажется, только да, мне кажется, любой нормальный человек будет переживать не только там за близких людей, которые находятся в тюрьме не по праву, но и за всех людей, которые находятся в тюрьме ни за что. Мікіта, я ведаю, што у вас абмежаваны час. Я хацеў бы, ну, калі у вас ёсць такое жаданне, я ведаю, што глядзяць нас і тыя людзі, якім это па службе паложана. Вот, скажем, вы б маглі зараз звярнуцца, што б вы хацелі сказаць, як ім, так і проста шараговым звычайным беларусам, якія зараз вот пішуць вам падзякі, якія слухаюць, глядзяць вас? Ну, вы меня обескуражили. Да, как бы вообще всем людям, которые по любую сторону баррикад, я хочу сказать: будьте людьми. Никому никогда не стало лучше в долгую от насилия, от злодейств, от нечеловеческих поступков. Поэтому на кого бы вы ни работали, что бы вы ни делали, и какие бы идеологические взгляды у вас не были, всегда оставайтесь людьми. Да. А я дадам толькі ад сябе, што невіноўныя людзі не павінны сядзець у турме. Дзякуй вялікі. Да, Дзякуй вялікі. Это точно так. Мікіта Мікада, дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук у сумесным стрыме Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.